Когда несколько лет назад якутские корейские ученые объявили о своем намерении клонировать мамонта, их заявление было воспринято скептически. Однако с появлением новых редких находок, а также с открытием в Якутске Международного коллективного центра молекулярной палеонтологии, эта идея кажется все менее фантастической. Накануне открытия центра его сотрудники провели для журналистов экскурсию по лаборатории. Две небольшие комнаты расположены этажом выше музея мамонта СВФУ. Так выглядит первый в России Центр генетических исследований клеток мамонта и других ископаемых животных. Впрочем, в этом небольшом помещении достаточно высокоточного оборудования для того, чтобы сделать первые шаги на пути создания мамонтового клона. Например, у наших корейских коллег, у них разработана методика, разрабатывается поиска клеток мамонта. Специальная среда, если там будут вдруг из миллиардов клеток, хоть одна живая клетка, она должна начать расти. И делиться, и с одной клетки мы сможем получить 1000 клеток, чтобы использовать в будущем. Да? Для эксперимента нужно очень много. И клеток мамонта, есть и клеток слона. Пока это, конечно, технически очень сложно. Мы только на начальном этапе. Инвертированный микроскоп для изучения клеточных культур, криохранилище с жидким азотом, низкотемпературная камера, проточный цитометр – все это вещи в хозяйстве генетиков просто необходимые. Криохранилище с жидким азотом. И вот здесь будут храниться культуры клеток, да? В таких контейнерах. Температура жидкого азота минус 160. Да? Ага. Видите, температура здесь минус 87. Самые ценные образцы. Хобот мамонта, печень мамонта. Вот здесь образцы всяких жидкостей, крови мамонта. А где кровь? Ткните пальцем, пожалуйста. Вот по словам ученых, в основном в Якутском центре будут проводиться клеточные исследования и анализ ДНК. На фотографии вы видите то, что у нас сохранился сосуд, а внутри него гемолизированная кровь. Это действительно самая уникальная находка, потому что ранее, как вы знаете, мы никогда не находили останки мамонта с мягким тканью, да и к тому же с гемолизированной кровью. Для выделения древней ДНК используются мягкие ткани. И это мягкая ткань мышц. Это мышца левой передней ноги ляховского мамонта. Шерсть тоже используется для выделения древней ДНК, является наиболее перспективным. И также используются костные останки, они наиболее распространенный материал для выделения для экстракции древней ДНК. Во время экскурсии нам удалось поприсутствовать на процедуре взятия образцов ткани для анализа из левой передней ноги малоляховского мамонта. Руководил процессом профессор Корейского фонда биомедицинских технологий СААМ Хван Квусок. Как оказалось, материал для исследований добывается не пинцетом и скальпелем, а обычной дрелью с цилиндрическим сверлом. Выполнение процедуры требует не только физических усилий, но и точного понимания, где и насколько глубоко нужно сверлить для того, чтобы получить качественные образцы. Судя по всему, ученые центра с этой задачей справились. Две цели преследуем. На данном этапе это первое – поиск и изучение живых клеток мамонтов. Это в рамках проекта возрождения мамонта. Первое. Второе – это будет исследование ДНК древних ископаемых животных и сравнительные такие исследования с современными их аналогами. Да? Так, в нашем морозильной установке сейчас храним несколько уникальных находок, которые были найдены на севере Якутии за последние, годы. Это останки, хорошо сохранившиеся останки лошади ископаемой. Лошади это из Батагая была привезена. Так, останки, хорошо сохранившиеся останки древнего ископаемого лося. Так, есть останки бизона, бизоненка. Это те аналоги, которые сейчас современные животные, которые присутствуют в составе фауны Якутии. Поэтому здесь очень ждет интересная работа наших научных сотрудников. Я думаю, будут очень действительно интересные результаты.
Ученые не скрывают, что возлагают на новый центр большие надежды. Даже если затея с клонированием мамонта окажется неудачной, то исследования, которые будут проводиться в этой лаборатории, сулят много интересных и необычных открытий. Галина Мазалевская, Иван Дайтонов, ЕСИА.